Вот так, значит, ну, я родом сам с Усть-Майского района, поселок Усть-Мая. Родом, как бы, мои корни берут по отцовской линии, начало с поселка Аяя, это по реке Мая, в Усть-Майском районе. Мая река, она впадает в реку Алдан, отсюда название устья реки Майи, то есть Усть-Мая. В 50 километрах от самой Усть-Майи, раньше, вот в советское время, это еще было в 50-е годы, был такой поселок, село, Майда его называли, Майда, вернее, это по-венкийски Майя, Аяя его называли. Оно было небольшим, ну, как бы там люди жили, в основном там жили родственники, роды Адамовы, Винокуровы, Бушковы. В общем, оно в советское время было, но постепенно оно закрылось. Там это было связано с какой-то реформой, вот я сейчас не припомню. Но что-то произошло тогда с совхозами. И вот поселок, село небольшое, там человек, по-моему, 200 жило, может 300. Но село закрылось. И в этом месте мой дед построил избушку. Он там охотил, рыбачился. И охотился, рыбачил. Вот, там был сенокос. Место вообще очень интересное, потому что, то есть, люди оттуда уехали, оно стало заброшенным, ну, с диким местом, да? Но в любом месте, где живут люди, какие-то следы человеческой прошлой жизни, они остаются. Иногда там находили какие-то вот посуду, там, старые предметы, вот таких, что раньше здесь люди жили, ну, там, 50 лет назад. От домов ничего не осталось, да? От домов остались, иногда находили могилы. Дома все снесли, от домов ничего не осталось, но иногда находили могилы. Какие-то предметы быта рядом с ней. Вот. И это было в 90-е годы, мы с отцом ездили в 90-е годы в Аяю отдыхать. Там рыбачили, ягоду собирали. Там была избушка, мы в ней жили, приезжали туда. Очень хорошие времена были. Как-то к нам приезжал мой двоюродный брат. И как-то, в принципе, я слышал, что в этом месте очень такие иногда странные вещи происходят. Однажды отец, поехал в Аяю, позвал меня с собой и с братом. Я что-то в этот раз отказался, говорю, что-то я не хочу ехать. Он такой, ну ладно, мы сами съездим. Они поехали. И потом, когда по приезду рассказали одну такую очень жуткую историю. Отец ее потом повторял много раз, и он всегда ее одинаково рассказывал. В общем, неподалеку от избушки, в которой мы ночевали, есть озеро. Там ловят карасей, там охотятся. И они поставили сети. На следующий день поехали проверять их. Это такие, знаете, лодочки были раньше. Сейчас они тоже есть. Ветки называется. Такая длинная лодка. Тоненькая такая. И весло. Впереди сидит мой двоюродный брат. Проверяет сети. А сзади вот таким веслом, большим таким одним, гребет отец. Ну, брат мой говорит отцу: Коля, говорит, он его Коля называет по имени. Коля, говорит, не раскачивай лодку, не качай лодку, говорит. Отец такой говорит: я не качаю ничего, говорит. Да хватит, говорит, не балуйся, мы тут сейчас утонем, блин. Отец такой: да я не знаю, что-то действительно чувствует, кто-то лодку качает. Отец
обернулся, так, смотрит, а там, вот как он, прям вот, он каждый раз вспоминал, рассказывал одинаково. Там такая волосатая рука. Может быть, у него по страху казалось, но там рука из стены вот схватилась в лодку и качает. Отец понял, что это что-то нездоровое, паранормальное или что. И он говорит брату: спокойно так. Сеня, голову нагни-ка. Тот такой: что? И отец веслом. И, по-моему, брата тоже задел по башке. Бам! Так вот. И веслом вот ударил в то, что вот это непонятное существо, которое было вот сзади, вот лодку качало. Раздался страшный крик на всю тайгу. И они увидели, что вот по реке, по озеру, как будто утка вот так пробежала, только не видно ничего. Как будто, вот, не знаю, вот, в общем, следы, как будто бы что-то вот такое, кто-то по воде бежит. Ну вот, не знаю, это вот, может быть, это можно сравнить с фильмом «Хищник». Помните, в 90-е годы был такой фильм? Ну, это очень такая отдаленная, но что-то похожее, какое-то невидимое что-то бежит по воде и оставляет следы. И перебегает на ту сторону реки, озера. Брат с отцом просто были в шоке. Просто у них ужас был. Они испугались, но это что-то вообще, это паранормальное явление какое-то. И они слышат, что это существо на той стороне ходит так. Фух, и так как по-человечески вздыхает, так говорит. Фух, ну как будто бы от удара так опешил и вот ходит так напротив них, но его не видно. Но он ходит и дышит так вот, вздыхает. От удара отходит. Они, по-моему, они испугались и ушли обратно в избушку. Но потом позже пришли и все-таки проверили сети. И больше их никто не доставал. Но вот это существо, оно в озере, вот оно какое-то вот мистическое было. А там просто раньше жил один охотник, такой полубандит. И он там утонул. Возможно, это его был призрак, а может, это что-то другое. А мы вот с сестрой частенько на этом озере ездили, тоже там сети ставили, проверяли их. Нас никогда никто вот так вот с нами так не поступал, там никто так к нам не лез. Всякий раз, когда мы на этом озере плавали, ничего не происходило. Я потом даже там ночью катался по этому озеру. Ничего не было. А что-нибудь было еще такое, связанное с этими местами? Какие-то рассказы? Да, это место вообще было очень такое своеобразное. Опять же, отец мой рассказывал. Они пошли по ягоды. Это было как раз, по-моему, в один из тех разов, когда я не поехал. Опять же, как странно так получалось всегда. Поехали по ягоды. И у всех были ведра пластиковые такие, пластмассовые. Ну, отец это хорошо помнил. И он слышит, как в кустах кто-то собирает ягоду, и такой этот шум ведра, как, по-моему, металлического, алюминиевого, по-моему. Он слышит, что кто-то собирает ягоду. Он что-то зовет, по-моему, там как второго человека, Кеша или как его звали. Тот не отзывается. Отец тогда подошел поближе, смотрит, а там появилась такая бабушка. Бабушка, на вид она была, ну, саха, но на самом деле они не саха, они венки. В общем, такая бабушка, как сейчас скажут, азиатской наружности, одета в какую-то традиционную одежду, старинную. И она молча так моего отца так манит к себе пальцем. Отец опешил, молча стоит, смотрит. Ни на секунду что-то так посмотрел в другую сторону, обратно. Бабушки уже нет.
Он потом стал всем рассказывать, с кем они ягоду собирали. А что тут бабушка ходит? Так не знаем никакой бабушки. А у кого из вас ведро алюминиевое? Все говорят, да у нас у всех ведра пластмассовые, пластиковые. В общем, а раньше в этих местах действительно жила вот одна такая женщина. Она, по-моему, она была шаманкой. Тоже вот она, по-моему, жила, ну, тоже была одной из... Она, ну, как бы принадлежала вот к одному из родов, которые жили вот в этой Аяе еще в советское время. Ну да, там было очень странные такие явления, но я, например, как ни странно, не знаю почему так, когда мы туда, я всегда боялся, когда мы туда приезжали, с одной стороны, потому что отец расскажет всякого, а потом ты туда приходишь, мы же маленькие еще были, ну не маленькие, но нам было лет 10 или сколько там, 12. Она расскажет всякого такого, потом туда даже в туалет боишься выходить. Но мы все время туда ездили. И как-то постепенно так. Нас как бы там никто не трогал, духи нас, видать, то ли... Ну, что-то там было такая странная энергетика. Мы даже один раз, помню, приехали, это уже моя история, мы приехали, были пожары жуткие, кое-как подъехали к Аяе. Мотор у нас прям метрах 50 заглох. Что такое? Потом мы кое-как подплыли. Я не помню, как мы добирались. По-моему, мы в итоге причалили к берегу и вот так вот прям тащили мотор, ну, лодку по берегу. Ну, по воде ее как бы вели. И то есть такое чувство было, что как будто бы нас, ну, сразу возникло. Ну, это мистическое такое возникает же в людей, когда место не хочет пускать в этот раз почему-то. Что-то, чем-то оно было недовольно. Ну, это так, я сейчас анализирую, вспоминаю. А мы поднялись туда, стали там чай пить. И вдруг мы сидим, слушаем. Так кто-то такой. Мы как-то так не обратили внимания. Что такое? Никого нет? Только вот мы, я, ну, наша семья. Мы сделали вид, что как будто бы ничего не услышали. Но потихонечку собрались и уехали. А потом вспоминали, говорили, а ты помнишь, ты слышал, что кто-то сказал так? Такие, да. И все говорили, что-то это было. А это ты сказал? Нет, я такого не говорил. И кто-то вот, в общем, так, это было интересное место. В общем, оно было своеобразное, но что-то в нем было такое загадочное, такое дикая такая усть-майская природа. Но если ты приезжаешь нормально, себя ведешь, тебя никто не трогает. Так что так вот. Какие-то вообще местные поверья были? Как в лес ходить или еще что-то? Ну да, мы там привязывали вот эти вот дары лесу, как костер, конечно, кормили. Общие такие правила, что кричать громко нельзя, разговаривать в лесу. Самое главное, нельзя брать с собой вот эти вот, ну это уже касается вообще всего. Вот я же рассказывал, что иногда находили какие-то предметы там старинные, да, там ложки, какие-то кружки старые, вот, которые остались еще с тех времен, когда там был населенный пункт. Люди находили иногда, и зачем-то они брали их с собой. Отец строго-настрого запрещал, говорил, что никогда не надо брать с собой. По-моему, один раз с нами люди поехали, они не послушались, взяли с собой, вот, не знаю, что вот там у них было. В общем, правило такое было, никогда не брать с собой вот эти вот какие-то вещи, которые вот там лежали. Старинные вещи, которые остались. Поэтому, ну, если самое главное правило, это надо с уважением к месту относиться.